Второй день форума начинается с адаптивного тенниса. Спорт без преград, горный сет собрал участников из различных регионов СКФО. Спортсмены делятся на две команды. Игра начинается. Шоут-дан, или как его по-другому называют, теннис для незрячих. Довольно сложный вид спорта. Первый сет для спортсменов в самом разгаре. В этом спорте новичков нет, но ощущения у каждого разные. Всегда участвую активно в этом виде спорта, поэтому для меня это не ново, поэтому решил участвовать, стабильно участвовать в принципе. Как сейчас прошла игра? Ну, альхамдулилля, хорошо прошла. В упорной борьбе, так скажем. Как вы думаете, что самое главное в таких соревнованиях и вот в сегодняшнем форуме в принципе? Ну, да, то, что мне нравится, да, то, что мы собираемся с братьями, да, с разных наций, общаемся, да, дружим, знакомимся и в общем развиваемся. Также, да, в этом виде спорта мы развиваемся в том, что, да, вот ориентация в пространстве очень важна, очень хорошо развиваемся тоже. Очень много полезного мы получаем. Главная атака – резкий удар. Именно это заставляет мяч со звоном от борта улететь в лузу. Поспеть за шаром не успевает не то что наша камера, но и глаза. Соревнования по настольному теннису для незрячих – это площадка, где можно продемонстрировать свои навыки и дух соперничества, делятся участники. Но в любом случае, кто бы не выиграл, это игра для того, чтобы нас объединить, чтобы мы знали друг друга, чтобы мы развивались, шли вперед, показывали на собственном примере, несмотря ни на что, можно развиваться, идти вперед. Поэтому всем участникам желаю без травм провести СКФО. Порядка 20 спортсменов из разных субъектов страны борются за звание лучших в этом направлении. У нас и судейский корпус, и первая категория есть, и вторая категория есть. Также очень много участников со всего Северного Кавказа. Тут это один из первых таких крупных чемпионатов по теннису, потому что это только развивающийся вид спорта. К нам приехали очень много участников с разных регионов. Это Черкесия, Дагестан, Чечня. Поэтому все достаточно на высоком уровне и организовано, и волонтеры есть, и питание хорошее. Форум обещает стать настоящим праздником спорта и дружбы. Программа соревнований насыщенная. Мероприятие направлено на просвещение и обмен опытом. Основная наша цель – это социализация, реабилитация незрячих и слабовидящих людей. А внутри этой большой цели есть конкретные задачи. Это подготовка квалифицированных кадров, например, судей, которые потом могут качественно обслуживать соревнования по адаптивному теннису. Также у нас в рамках этого проекта прошел онлайн-курс, на который заявились представители Северо-Кавказского федерального округа. 24 человека прошли курс по подготовке тренеров по адаптивным видам спорта с получением удостоверения о повышении квалификации. Победители республиканского чемпионата получат медали, кубки, грамоты и хороший опыт. Северокавказский форум «Спорт без преград. Горный сет» проходит с 13 по 16 сентября. Помимо адаптивного тенниса, здесь также пройдут круглые столы, лекции, семинары. В общем, все для успешной реализации инклюзивной практики. Ну а горный чистый воздух только мотивирует всех участников. Хава Гагиева, Мулатгири Ахильгов, Магаз 24.